Добрый день, Мирим. Я очень рада нашей встрече. Спасибо, что пришли. Расскажите, как вы пришли к спорту и как давно вы занимаетесь борьбой на поясах? Здравствуйте. Я тоже очень рада, что сегодня нахожусь вместе с вами тут. Момунова Мейрим Калыбековна родилась 22 января 1990 года в городе Бишкек. Момунова Мейрим является мастером спорта международного класса по дзюдо и борьбе на поясах алыш. Она является многократным победителем и призером республиканских и международных соревнований по борьбе на поясах алыш. Среди ее достижений в спортивной карьере стоит отметить следующее. Многократная чемпионка Кыргызской республики по борьбе на поясах алыш и дзюдо. Чемпионат Азии 2015 года в городе Тегеран, Иран. Первое место. Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017 года в городе Ашхабад, Туркменистан. Первое место. Гран-при Мемориал Баямана Эркинбаева и Мемориал Курманджан Датки 2017 года в городе Бишкек, Кыргызстан. Первое место. Чемпионат мира в рамках третьих всемирных игр кочевников 2018 года в городе Чолпон-Ата, Кыргызстан. Второе место. Чемпионат мира 2019 года в городе Нур-Султан, Астана, Казахстан. Первое место. Чемпионат Азии 2022 года в городе Ош, Кыргызстан. Второе место. Чемпионат мира в рамках четвертых всемирных игр кочевников 2022 года в городе Изник, Турция. Второе место. Момунова Мейрим работала в качестве тренера-преподавателя по борьбе на поясах алыш в городе Бишкек с января 2013 года по март 2016. Помимо спортивных достижений, имеет 4 высших образования в разных областях. Я сама вообще пришла в спорт в 16 лет. Начала заниматься профессионально дзюдо. Многократная чемпионка Кыргызстана. В 2014 году я завершила именно дзюдо и перешла к алышу бороться. Есть ли в вашей жизни примеры для подражания, которые оказали какое-то влияние в вашей спортивной карьере? Если честно так подумать, большое влияние послужило отношение моего отца именно к спорту. В тот момент, когда я начала заниматься дзюдо, практически моя семья, моя мама были против, потому что для кыргызской девушки в то время заниматься спортом, еще ездить в поселок вечером, не разрешалось. И в этот момент мне папа дал мотивацию, сказал свое слово, что я могу достичь в спорте много хорошего и поднять наш флаг в различных странах. И вот это стало для меня мотивацией. Все-таки поддержка семьи и близких очень важна для спортсмена, да? Да. Можете назвать 3 качества, которыми должен обладать спортсмен? Целеустремленность, трудолюбие и, наверное, любовь к родине. В начале своего пути ставили ли вы какие-то конкретные цели в спортивной карьере? Да, конечно. Вот у нас каждый год мы перед собой ставим цели. Для меня ежегодно становится моим первым целью это выиграть чемпионат Кыргызстана. Потом у нас идет, именно если брать алыш, следующие у нас соревнования идут гран-при. Но если мы эти соревнования не выиграем, мы не входим в сборную команду и не можем продолжить дальнейшие выступления на международном уровне. Чемпионат мира, чемпионат Азии, категорически мы не сможем уже участвовать. Расскажите подробнее о значимых наградах или моментах в спортивной карьере. Для меня вообще значимые достижения. Это был мой самый первый медаль, наверное, потому что я выиграла чемпионат Кыргызстана по дзюдо, и этот медаль стал для меня очень значимым. Как сохранять позитивный настрой и боевой дух во время соревнований? Я бы сказала так, я сама по себе очень спокойный человек, и прежде, когда я выступаю, я знаю, что завтра у меня соревнования, и
я хожу спокойно. Даже перед соревнованием тоже я себя веду очень спокойно. Я настраиваюсь буквально 15 секунд до выхода. Что вас вдохновляет оставаться такой сильной и успевать везде? Это, наверное, трудолюбие и поставленная перед собой цель. Какие советы вы могли бы дать начинающим спортсменам в борьбе на поясах? Я бы больше всего, наверное, посоветовала бы девушкам, чтобы большинство сейчас, если не брать Бишкек, регионы, большинство девушек не разрешают тренироваться родители. Я бы хотела сказать, если вы любите спорт, если вы хотите заниматься именно этим видом спорта, несмотря ни на что, трудитесь, идите к своим целям. Придерживаетесь ли вы какого-то специального спортивного питания? Нет. Я сейчас борюсь в 60 килограмм, у меня, в принципе, вес максимум 63, и 3 килограмма для спортсменов, именно в профессиональном спорте, это почти очень легко согнать. Сталкивались ли вы с серьезными травмами или поворотными событиями в жизни, после которых казалось, что со спортом уже все? Слава Аллаху, у меня такого большого травмы, ничего такого нету, но я могу рассказать тот момент, когда я в 2014 году поборолась на азиатских играх, и я там проиграла, и после этого я была сломана психологически. В тот момент я уже бросила дзюдо и перестала тренироваться категорически. Расскажите, как вы преодолели этот момент и все-таки пришли? Мне пришлось пройти, потому что в тот момент я училась в КГУ-100 на экономиста. Для спортсменов, если ты выигрываешь универсиады, тебе даются какие-то скидки, и мне пришлось защитить КГУ-100 на универсиаде. И мне пришлось пойти обратно бороться без тренировок. Это раз. И во-вторых, вот в 2014 году, в 2015 году, как раз у меня подружка Биби Сайра, она предложила побороться по борьбе на поясах алыш. На тот момент я даже не знала, это что за борьба, как в нем бороться. И мы пришли, она объяснила, как это все делается, и я начала бороться. Обратно пришла в большой спорт, но только не в дзюдо, а алыш. Отношение к спорту и отношение к жизни как-то влияет в жизни ваши спортивные качества? Спортивные качества, я думаю, что влияет. Спорт воспитывает человека. Нас, как мы начнем тренироваться, нас учат ни в коем случае на улицах не применять силы. С этим качеством мы становимся сильнее. За пределами спорта вашу жизнь изменило это как-то? За пределами? Да. Если честно сказать, я как пришла в спорт в 16 лет, я только тренируюсь, у меня только спортивный режим, спорт, тренировки, выезды, соревнования. Я очень восхищена вами и горда за то, что кыргызские женщины на международном уровне борются в таких видах спорта, так скажем, нелегких. И хотели бы вы дальше профессионально развивать это именно в направлении для женщин? Да, я до этого тоже в каждое интервью всегда рассказываю и хочу, чтобы наши девушки боролись. Именно алыш подходит для девушек бороться. Не только кыргызские. Есть пример возьмем, есть девушки из Ирана, они укрытые, но в тот же момент они борются. И я бы сказала, что для девушек это очень подходящий спорт.
Мирим, где вы сейчас работаете? Чем вы занимаетесь? Я работаю в патрульной службе милиции. Я начала работать там с 2019 года. Как бы сама не планировала именно работать в органах. Папа увидел по телевизору, что там идет набор, и просто попросил пойти, может, сдать документы. И я просто не смог отказать отцу, сказать, что я не пойду, и просто попробовала, подала документы, и, получается, я прошла. И с тех пор я работаю в органах, и, в принципе, мне это очень понравилось, и вот, я работаю. Как вы считаете, Мирим, каким качеством должна обладать женщина, чтобы стать спортсменом? Нет, думаю, что каждая сможет, если сильно захотеть. Но я не знаю, какими качествами надо обладать, чтобы стать чемпионкой. Я себя вообще чувствую как обычная девушка, и как-то для меня тренировки, как бы, наоборот, удовольствие и несложно. А я не знаю, какие качества нужны, может. Мне кажется, вы очень смелые, даже судя по тому, где вы работаете сейчас. Ну, скажем, да, смелость, да? Добрый день, Кабыл. Расскажите о себе. Здравствуйте. Меня зовут Кабыл Барыбаев, тренер, заслуженный тренер Кыргызской Республики по борьбе на поясах алыш. Как давно вы работаете с Мирим? С Миримом работаем уже около 10 лет. Около 10 лет работаем. Да. Расскажите о ней, какие вы заметили у нее сильные стороны? У нее сильных сторон очень много. Она целеустремленная. Но она, видите, не только алышом занимается, и занимается она дзюдо. 9-кратная чемпионка Кыргызстана. По алышу она чемпионка азиатских игр, чемпионка мира. Ну, в общем, у нее на спорт очень хорошие результаты. Сколько она тренируется в день? Она тренируется один раз в такие дни, а на сборах 3 раза в день. Вы разрабатываете для нее какие-то индивидуальные тренировки? Ну да, индивидуальные тренировки тоже бывает. Занимаемся официально с ней, бывает такие тоже. Ну, в общем, с командой. Какой у вас подход к ней над техническими аспектами? Технические аспекты у нее на разные приемы. У нее, чем другие спортсмены, у нее очень развитые. Бывали ли у вас в совместной работе какие-то разногласия? Разногласия, ну, бывает. В работе, конечно, бывает. Разногласия бывает. Иногда она, как считается в Кыргызстане, хорошая спортсменка, она иногда замечания тренерам делает, не стесняется, нормально. Расскажите о вашей первой значимой победе в совместной работе. Первая победа, чемпионат Кыргызстана она выиграла 10 лет назад. Значимый у нас получилось в Ашхабаде на азиатских играх, когда на Кыргызстан полной командой ездили, и у нас не было золотых медалей. На 3-й день первым заработала золотой медаль Миримка. Вот тогда было. Вы как-то работаете над ее психологической подготовкой перед мероприятиями? Это обязательно. Обязательно работаем. Какие вы советы можете дать другим тренерам? Ну, другим тренерам я не могу советовать. У каждого свой подход. Я когда первый раз увидел Миримку, случайно встретились, и сдалека я сразу почувствовал, что она будет чемпионкой. Потому что у нее данные сразу видно было, да, от нее. В разговоре, и, в общем, во всем, да, я заметил. И сразу же пригласил, и она начала. Как все-таки воспитать чемпиона? Ну, чемпионов по-разному. Некоторые, бывает, мучаются долгие годы, а некоторые вот хорошо, как Миримка, она сразу освоила алыш. Первый раз, когда она увидела, она когда первый раз в алыш пришла, мы еще не знакомы были. А она просто пришла и посмотрела, и выступила. Там она, по-моему,
третье или второе место заняла, да? Ну, у нее же данные были, потому что она же от дзюдо пришла. Ну, так дальше начали работать, и она быстро освоила этот вид спорта и начала давать результат. Она устойчивая, да? Вот, например, на сборах мы, когда на кросс выезжаем, я на машине уезжаю, там всех отпускаю там на кросс. Там пацаны и девчонки все вместе. Постоянно первый проходит. Постоянно. Пацаны тоже остаются, да? И вот километров 10 пробежала в горы, и она там не останавливается, когда на финиш доходит, она не останавливается, да, сразу там еще занимает, еще в горы еще может полезть. Да? А пацаны уже там задыхаются, уже еле-еле да, проходят, да? Есть такой. Все знают это. Если рассказать о нем, он тоже занимается спортом, именно волейболом. И ему сейчас 60 лет, даже больше, если так. И он до сих пор играет в волейбол. И у него это очень хорошо получается. И в связи с этим, что он спортсмен, наверное, меня больше всего поддерживает. Из семьи поддерживал больше отец, да? Ну, да, ну не то, что кроме спорта, вообще моя жизнь, что бы я ни хотела, чтобы я не задумала, отец всегда поддерживает. Есть какие-то истории, может быть, связанные со спортом и с папой, которые остались в вашей памяти? Ну, если так сказать, такого нету, но могу сказать, что ну, когда он болеет, он прям всей душой болеет и может даже заплакать. Мотивирует. Ну, да, хотя я в своей жизни никогда не видела, чтобы отец когда-то плакал. Но когда я выиграла на соревнованиях, ну, у него были какие-то эмоции, слезы на глазах. Это очень трогательно, поддержка. Расскажите, как проходит ваш обычный день? Обычный день у меня, в основном у меня утром пробежка, а потом иду на работу, практически целый день нахожусь на работе, и после работы иду обратно на тренировки. И, практически у меня каждый день так проходит. Вы еще совмещаете работу, спорт и учебу, да? Учебу я уже окончила, и получается у меня последнее образование было Академия МВД, но практически в МВД у нас раз, 40 дней мы идем учиться, и там нас как бы с работы тоже отпускают. Вот технически лыж, он менее травмоопаснее, чем дзюдо? Можно сказать и так. Потому что в дзюдо надо будет уже бороться за захват. Пока возьмешь захват, то уже устанешь, руки забьются. В основном в дзюдо повреждаются пальцы рук, пальчики. А в алыше уже ты стоишь в захвате, у тебя уже есть пол борьбы. И можешь отсюда делать уже любые броски. Как вы думаете, после титула чемпиона как-то расслабляетесь вы или это наоборот дает больше мотивации? Если честно сказать, у нас в спорте такого нет, чтобы расслабиться, потому что вот у нас есть календарный план на год, на 2 года, и все эти календарные планы, вот ты подготовишься на чемпионат Кыргызстана, выиграла уже Гран-при или уже следующие соревнования. Гран-при выиграл уже чемпионат Азии, потом чемпионат мира, и у тебя практически не бывает, чтобы ты расслабилась или там перестала вообще тренироваться. Как вы считаете, есть ли дружба в спорте? На своем опыте можете рассказать? Конечно. Если даже не на ковре, то выйдя с ковра, ты обязательно как бы есть дружба. Сохраняется ли с коллегами такой соревновательный дух?
Когда как? Ну, у меня бывало, что на чемпионате Кыргызстана я отдала просто так борьбу своей подружке из-за того, что у нее травмировалось колено. И мне как-то стало ее очень жалко, я просто отдала ей победу. А кто это был? Ну, это было, знаете, в 2000 каком-то году, ну, под дзюдо я отдала схватку, дзюдо. да. Сколько вы уже посетили стран благодаря спорту? Если честно, очень много стран. У меня вот 3-й паспорт, ну, вот, я не знаю, даже не считала. Вот во время сборов или соревнований бывает, что предоставляют не самые комфортные условия для пребывания. Это как-то влияет на состояние? Ну, если влияет ли только если в тренировочном процессе, а так можно жить в любом месте, но тренироваться надо обязательно в нормальных условиях. Если, например, взять, мы готовимся на какой-то турнир, который будет уже в скором времени, нам надо будет заходить в ковер, в зал, тренироваться в зале. А если нам на сборах не предоставят зал, мы никак не сможем подготовиться к этим соревнованиям. И думаю, что надо быть все условия для тренировок. А такие случаи бывали? Такие случаи, да, бывали и много раз, но мы как-то выкручивались. Я когда-то начинала свой большой спорт дзюдо. 16 лет начала тренироваться дзюдо, и как я закончила все тренировки по дзюдо, вообще ушла с большого спорта, ну, где-то на год. И потом я вернулась и начала тренироваться по алышу. Момунова Мейрим – успешная спортсменка, достойная дочь и высококвалифицированный специалист.